Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала. Тема сегодняшнего гадания звучит так. Разговор с его душой. Давайте вызовем вашего любимого и посмотрим, что же он от вас скрывает, утаивает и о чем говорит и просит его душа. Пожалуйста, если тема интересна, посмотрите на песочек, загадайте любимого человека, либо того, кто вам интересен. Мысленно, либо вслух, назвав его по имени, задайте такой вопрос. Мой милый, дорогой, я вызываю твою душу на откровенный разговор. Пожалуйста, приди и со мной поговори. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте-ка посмотрим, что нам тут покажет да расскажет. Так, мои дорогие, мужчина-то пришел, и мужчина говорит, но речь какая-то несвязная. У вашего мужчины, скорее всего, либо стрессовая ситуация, либо какое-то видоизмененное сознание. То есть он может быть в депрессии, в стрессе, либо он может быть выпивший. Момент, когда мы делаем это гадание, смотрим на него. Либо момент, когда вы открыли это гадание и его смотрите. Смотрите, здесь первый момент, который меня смущает, это то, что стрелка идет вниз. Стрелка, которая идет вниз, говорит о том, что у него сейчас проблемы в жизни, о том, что он сейчас в какой-то тупиковой ситуации, когда он не видит выхода, когда нет возможности активно действовать, когда нет возможности идти вперед, чего-то добиваться. Как будто бы, знаете, нет надежды. Нет надежды, нет будущего. У этого человека темное прошлое. У этого человека в прошлом были какие-то обстоятельства взлетов и падений. Он может много вам рассказывал о том, что он имел, либо что у него было, что у него там он что-то зарабатывал, был там знаменитый, богатый, профессиональный и прочее, прочее. То есть он мог хвастаться своими взлетами, но он никогда вам правду не говорил о своих падениях. Кстати, у него есть какие-то, может быть, поступки не совсем честные и легальные у него в бэкграунде. Запросто может быть, но он о них как бы тоже умалчивает. Он их стесняется, и он как бы такой думает, ну, типа, я не буду об этом говорить, я не буду об этом думать, значит, типа, этого и не было. Какая-то такая у него логика есть. Человек ваш очень сильно пострадал, либо пострадает от человека, либо обстоятельства на букву А. Вот буква А вышла как прям такая драма в его жизни. Либо пострадал этой женщины, либо мужчины. Вот, может быть, конкурент у него был на букву А, либо с кем-то он там дрался, судился, кто-то очень сильно на него повлиял. Этот человек его не отпускает, либо эти обстоятельства его не отпускают. Как будто бы он до сих пор либо что-то этому человеку возвращает, может быть, выплачивает, обязан что-то делать, либо вот все еще сырое, да, то есть как бы вот эти ощущения, мысли, они до сих пор над ним тяготят. Кстати, может быть, он вас ревнует к человеку на букву А. Очень большая ревность. Кстати, по поводу вас, он почему-то думает, что вы от него отвернулись. Может быть, вы поспорили, может быть, вы поссорились, может быть, между вами какое-то недопонимание происходит. То есть человеку кажется, что вы от него полностью отвернулись, закрылись, и ему к вам не пробиться, да, то есть вы в каком-то вот скафандре, в вакууме каком-то находитесь, не достучаться, не дозваться, не пробиться. И его это очень сильно смущает, ему кажется, что вы от него полностью со временем отвернетесь, что вы от него откажетесь, что вы его, может быть, бросите и поставите точку, да, в ваших отношениях. Он этого очень боится, но почему-то этого ждет. Может быть, он действительно где-то накосячил, теперь ждет, что все вскроется, и вы от него откажетесь. Знаете, в его окружении есть женщина, которая за ним ухлёстывает. Вот как хотите. Он ей как мужчина нравится, и даже, может быть, не столько как мужчина, сколько, например, его финансовое состояние. То есть женщина хотела бы за счет него, либо с ним поправить свое финансовое положение, да, выйти на какой-то более-менее стабильный уровень. А женщина может его добиваться, в прямом смысле слова. Вот ходить за ним, да, и
себя предлагать, да, запросто может быть. Вот, он это скрывает, но вы, может быть, об этом догадываетесь. Либо он очень боится, что вы об этом узнаете, либо кто-то вам скажет, либо та же вот эта женщина скажет. А что происходит с этой женщиной? Ему очень льстит, что эта женщина за ним типа бегает. Вот она ему говорит: я тебя так люблю, ты такой классный, ты такой весь огонь, секси. А на самом деле, вот, да, он тоже чувствует, что это все не искренне, что у него какой-то совершенно другой интерес, что она вот такая вот прям жадная до денег, да, жадная до подарков и прочее, прочее. Но ему очень льстит, да, что женщина за ним ходит и его там восхваляет, да, песни ему поет. Очень похоже на вот эту басню, да, ворона и лиса, да, когда там Бог послал вороне кусочек сыра, да. Очень похоже на это. Он это все чувствует, понимает, но ничего с этим поделать не может. Он бы давно от нее мог избавиться, давно бы мог ее послать, прогнать, но он этого не делает, понимаете? И он очень боится, что вы узнаете, и вот прям с него и спросите строго. То есть, если ты этого не делаешь, значит, у тебя с ней есть отношения, либо ты с ней спишь, либо ты планируешь с ней переспать. Как так? Как по-другому? Ну, не скажет же он вам прямо, что, ну, извини, я с ней дополучаю то, чего не получаю с тобой. А что конкретно? А конкретно внимание. Внимание, вот это вот какое-то, знаете, вот это лебезение. Ой, какой ты классный, ой, какой ты крутой, какой ты мужественный. Но вы же не такая, вы никогда не будете говорить впустую. То есть, если мужчина, да, действительно этого заслужил, что мужчина показал себя героем, молодцом, вы, конечно же, об этом скажете. Но если мужчину не за что хвалить, ну, а почему вы должны это делать? Вы женщина очень честная, кристальная, вы не будете никогда прибегать к таким методам, да? То есть вы не будете лицемерить, вы не будете расхвалять то, чего не стоит хвалить, да, либо кого не стоит хвалить. Это я в вас вижу. Ему это в вас не нравится очень сильно. Ему бы хотелось, чтобы вы такая, знаете, берите меня, Ваня, я навеки ваша, да, чтобы вы ему и душой, и телом принадлежали. Когда он этого добиться не может, он начинает злиться. Он начинает злиться, его это бесит. А знаете, с другой стороны, он-то понимает, что все это можно заслужить, заработать. То есть если я буду открыт, если я буду полностью сосредоточен на свою любимую, конечно же, она передо мной откроется. Конечно же, она ответит мне взаимностью. Но вот, понимая все обстоятельства, он как бы ничего не делает. Мужчина странненький, вот честно странненький. У него был какой-то период жизни достаточно такой вот прям страшный, с грозами, с какими-то ураганами, с лишениями. И, возможно, очень какие-то тяжелые обстоятельства были в тот момент. Мужчина мог быть под следствием, мужчина даже мог сидеть, мужчина мог очень как-то жестко разводиться, да, судиться. Мужчину могли избить очень сильно, мог очень сильно пострадать, могла быть авария, какая-то катастрофа. То есть, знаете, у него какой-то был момент в жизни, когда жизнь разделилась буквально на до и после. То есть на грани он был, да, ходил между нашим миром и тонким миром. То есть, может быть, даже какую-то клиническую смерть пережил. Либо он был на краю петли, да, то есть хотел суицид совершить. То есть что-то такое страшное в его жизни было. Вы об этом никогда не узнаете, он об этом никогда не расскажет. Он очень стыдится этого момента, но поверьте, вот этот момент на него очень сильно отложил отпечаток. Ему кажется, что если он перед вами будет раскрываться, если он будет вам все вот прям себя на блюдце давать, то вы его отвергнете, да, вот вы посмеетесь над ним, вы найдете в нем вот эти грязные его какие-то вот грязное белье, будете над ним смеяться, будете его там, ну, тыкать, мыкать, и он с этим просто не сможет жить, он не справится с этой, ну, критичной для него ситуацией. Поэтому человек решил для себя, что я буду лучше держать дистанцию. Лучше я никогда не буду там счастлив, не буду любить, чем я вот все про себя расскажу и я раскроюсь. Я вижу, что вы требуете от него правды. Я вижу, что вас очень много смущает в нем. Его какие-то разговоры, подходы, то, что он там любит с друзьями, то, что вот он одни и те же ошибки совершает. Вам это все не нравится. И вы пытаетесь разобраться, почему же так происходит, что на него так сильно влияет. Ответ очень простой. Этот человек, он очень напыщенный, он любит
за любовь к себе, он любит, чтобы его хвалили, и он готов со всякой, извините, швалью якшаться, лишь бы они его хвалили. Да, он готов там последние деньги отдать какому-нибудь там, не знаю, торчку, лишь бы тот ему сказал, что он крутой чувак и его лучший самый друг. То есть вот этот момент абсурдности вам не понять. А я еще раз говорю, он пережил до этого какой-то мрак. И вот этот мрак его... Он боится очень быть ненужным, одиноким и никчемным. Да? И то есть ему лишь бы с кем пообщаться, лишь бы кто на него внимание обратил, лишь бы кто его похвалил. Для него очень важна похвала. А еще раз говорю, да, у вас тут разница идет, что вы просто так хвалить не будете. А он иногда ленится что-то в жизни делать. Он все прекрасно понимает. Он прекрасно понимает, что нужно для семьи стараться, нужно и работать, и вкладываться, и быть таким-сяким, да, разным. Он это все понимает. Но иногда такая лень, что ему гораздо проще купить любовь, вот эту ненастоящую, да, какого-нибудь, ну, извините, там, левого человека, чем заслужить от любимой женщины действительно реальную похвалу. Как он к вам относится? Ну, он вас любит. Любит как может, как умеет. Вы в его сердце, вы у него в душе, вы у него в жилах, понимаете, вы в его крови. Это да. Любить он может вас так до бесконечности. Но при всем при том раскрываться перед вами, выкладывать всю свою вот эту подноготню он не будет. Он этого стесняется, он этого боится и он от этого бежит. Потому что ему же будет больно. Он этого не хочет. Мужчина очень сложный. Я не знаю, как вы его выдержите, как вы с ним живете. Я единственное могу сказать, что у этого человека вот эта вот стрелка скоро вообще совсем упадет в минус. Когда это случится, он будет просто опять в очередной раз в каком-то кризисе и на грани. И этот момент он будет переломный. Что произойдет? Либо этот человек откажется, да, отпилит вот эту вот хвостяру свою, да, со всеми вот этими гадостями и подлостями, которые были в его прошлом, открестится от этой гадости, да, раскается и всплывет, либо он там на дне и останется. Вот у меня на этого человека именно такой идет прогноз, девочки. Вы простите за такое предсказание, но я не буду тут юлить и лукавить, потому что, кто смотрит мои видео, тот знает, я всегда говорю только то, что я вижу. Если вижу что-то негативного, вот знаете вы, да, я копаю до последнего, чтобы найти какой-то выход. В этом случае я говорю, что у него еще один переломный момент в жизни случится. И тогда уже его судьба 100% решится. А когда это произойдет, я не могу сказать. У каждого будет своя дата. Но то, что это произойдет, это точно. Дождитесь этого момента и дальше уже смотрите, решайте, что делать с этим человеком. Мои дорогие, на этом моя цыпочка закончена. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.